Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ама ба'д. Дорогие зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема 113 сура Священного Корана, сура Аль-Фаляк. Следует заметить, что сура Фаляк отличительной чертой является большое количество гортанных звуков и звуков калькаля, что отличает эту суру от других сур. Для правильного произношения суры Фаляк и остальных сур Священного Корана следует заметить, что нужно в большом количестве практики. Без практики правильное произношение Священного Корана невозможно. Почему невозможно? Потому что так как арабский язык не является нашим родным языком, наш речевой аппарат и слуховой аппарат должен подстраиваться под правильное произношение Священного Корана. И поэтому основной фактор является большое количество практики. Чтение, чтение, чтение. Давайте теперь перейдем на суру Аль-Фаляк. Обратите внимание, я прочту суру. Бисмиллахир рахманир рахим. Куль а'удhu би раббил фаляк. Мин шарри ма халак. Ва мин шарри гасикин иза вакаб. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. А теперь мы будем применять правила таджвида, которые мы с вами уже изучали. Итак, начинаем с бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим. Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахими. При остановке, и так получается, Бисмиллахир-рахманир-рахим. При остановке аннулируется. Как и в прошлый раз мы с вами проходили суру Ан-Нас, правило остановки у нас три варианта. 2 или 4 или 6. На этот раз давайте будем практиковать насчет правила при остановке долгота в размере двух огласовок. То есть Бисмиллахир-рахманир-рахим. Первый аят. Куль а'узу. Куль а'у. Так как гортанные звуки хамза и айн, нужно максимально четко и медленно произносить каждый звук пропорционально огласовкам. А'узу. Здесь удлинение в размере двух огласовок. А'узу. Би раббиль. Перепрыгиваем на лям, так как фа является лунным звуком. Бираббиль. Ра твердый звук. Бираббиль. Здесь фа и лям мягкие звуки. Каф переходит в сукун. И каф является звуком калькаля, взрывным звуком. Итак, бираббиль фаляко. 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 Полностью аят. Куль а'узу би раббил фаляк. Второй аят. Как и в 114 суре, сура Ан-Нас, мин шарри. То есть ихфа мягкая у нас, так как шин мягкий звук, ра с кясрой, с удвоением, мин шарри. Назализация в размере двух огласовок. Ихфа мягкая, ихфа с назализацией в размере двух огласовок. Мин шарри ма. Шарри ма. Долгота в размере двух огласовок, удлинение ма. Теперь твердый, мягкий, твердый с переходом на калькаля. То есть халако. Халако. Мин шарри ма халако. Мин шарри ма халако. Третий аят. Ва мин шарри. То есть вот правило, которое мы здесь сказали, оно то же самое. Мягкая ихфа в размере двух огласовок. Шин мягкий, ра, касра, шарри. Ва мин шарри. Ва мин шарри. Теперь твердый звук га. В размере двух огласовок ударение га. Си-кин. Га. Си-кин. Гасикин, четкое произношение танвина кесра, кин, иза, в размере двух огласовок, за ударение, ва,
каб. Вакаб. При остановке переходит у нас. Вакаб. Не вакаб. Ва, чтобы не было. Так как вау мягкий звук. Вакаб. Итак, третий аят полностью. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Еще раз. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Четвертый аят. وَمِن شَرِّ. То же самое правило, которое в предыдущем аяте, в третьем аяте. Вот повторение этого правила облегчает нам правильное произношение, потому что язык старается подстраиваться под произношение и намного легче становится. Вами шарри. Назализация в размере двух огласовок, мягкое произношение ша, ра, но здесь с огласовки кесра мы перепрыгиваем на нун. Получается вами шаррин. Так как нун у нас является соночным звуком, автоматически артикль у нас не произносится с огласовки кесра после удвоения ра. Шарри, шарри. Вами шаррин. Назализация в размере двух огласовок мы удерживаем. Потом на фа переходим с ударением. Нафа, нафа, са. Сати. Итого, وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ. Нужно быть осторожным, чтобы звук са не перешел в звук син. Наффасати. Потому что фа фрикативный звук, то есть продолжение струи воздуха проходит, также са фрикативный, но чтобы не перешло свистящий звук син. Наффасати. Филь, так как это естественное удлинение, а правило таджвида гласит, естественное удлинение при слитном чтении аннулируется. То есть удлинение фи аннулируется, мы с огласовки перепрыгиваем на лям. Филь, филь, ау, кад. Остановка калькаля. Филь аукад, филь аукад. И последний аят у нас, пятый аят на сегодня. Вами шарри, вами шарри. Удержание в размере двух огласовок назализации. Шарри, мягкое произношение. Теперь гортанный звук ха, ха. Ха, ха, ударение наверх в размере двух огласовок. Хасидин, хасидин. Четкое, ясное произношение танвина кесра. Так, хасидин. Иза в размере двух огласовок. Иза, ударение такое маленькое. Хасад, хасад, хасад. Аннулируется и переходит в сукун, калькаля. Итого у нас что получается? Все аяты заканчиваются на буквы, которые относятся к правилу калькаля. То есть все 5 аятов. Итак, получается последний аят. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Теперь, то правило, которое мы с вами проходили при слитном чтении всех 5 аятов, или 3, или 4, мы применяем правило, которое огласовка у нас остается, все огласовки, но продолжительно читаем. Продолжительно читаем. Итого получается у нас, то есть если мы огласовку кеср применяем, сразу переходим на первый аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим, куль а'удhu би-раббил фалак. А если все слитно читаем, то применяем огласовки, которые у нас уже были. Итак, Бисмиллахир-рахманир-рахим, куль а'удhu би-раббил фалак, мин шарри ма халака, ва мин шарри гасикин иза вакаба, ва мин шарри наффасати фил уқади, ва мин шарри хасидин иза хасад. Обратите внимание, помните мы насчет удлинения. Так как в этом аяте ни один аят в завершении применение удлинения отсутствует. И поэтому удлинение, которое мы выбрали, две огласовки, применяем только в басмале.
То есть, бисмиллахир рахманир рахим. Куль а'удhu би раббил фалак. Фалак. Нет, потому что здесь у нас отсутствует удлинение. Фалак. Мин шарри ма халак. Ва мин шарри гасикин ида вакаб. Ва мин шарри наффасати фил уқад. Ва мин шарри хасидин ида хасад. На этом мы завершаем сегодняшний урок. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.